Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Обращение всем мусульманам мира. Мы, чеченцы, выходцы из села Акташ-Аух, переименованные после нашей высылки 23 февраля 1944 года в Ленин-Аул и находящиеся ныне в Казбековском районе Республики Дагестан. С 1957 года, после разрешения нам возвращаться на родину, ждали от заселенных в нашем селе и в наших домах от аварцев исламское отношение к нам, то есть возврат нам наших домов и оставшего имущества, как того требует Коран и Сунна. Согласно Корану и Сунне, человек, насильно присваивающий чужое имущество и проезжающий на чужой земле без согласия ее законных владельцев, нарушает нормы шариата. Однако мы вместо братского приема с самого начала столкнулись с враждебностью. С каждым годом положение лишь ухудшается. Несмотря на это, мы продолжали надеяться, что однажды наши братья по вере услышат голос справедливости и согласятся решить вопросы на основе исламских принципов и закона. К сожалению, этого не произошло. Нам постоянно отказывали, игнорировали наши обращения и даже начали публично отрицать историческую истину, происхождение села и его исконных жителей. Более того, прозвучали заявления, что якобы село не имеет отношения к Кауховскому району и никогда не войдет в его состав. Любой мусульманин, знающий основу своей религии, понимает, что называть дозволенным халял, то, что Аллах сделал запретным, харам – это тяжкий грех. По единогласному мнению ученых, такое поведение выводит человека из рамок истинной веры. Проживание на чужой земле без воли ее владельца, строительство там домов, мечетей и совершение сделок – все это с точки зрения шариата недействительно. Мечети, построенные без согласия истинных владельцев земли, не считаются действительными. Намаз совершенно у них не принимается. Обязанность каждого имама и любого правоверного мусульманина разъяснять братьям по вере повеление Аллаха и наставлять на путь справедливости. Тот, кто умалчивает истину и препятствует справедливому решению, берет на себя тяжкое бремя греха и может лишиться благоволения Всевышнего. Мы неоднократно обращались к государственным структурам и ответственным лицам, пытаясь решить вопрос в рамках законодательства Российской Федерации и исламского права. Однако каждый раз сталкивались с сопротивлением со стороны местной администрации. Нам ставили препятствия, ограничивали доступ к информации, мешали обращаться в полномочные инстанции. Даже когда из республиканских или федеральных органов приходили ответы, администрация села скрывала их содержание или игнорировала исполнение. В 2024 году на участке, принадлежащем чеченской семье, и законно требуемым к возврату без разрешения владельцев была начата постройка мечети. А в ночь 7 на 8 мая 2025 года был совершен беспрецедентный акт вандализма под покровом темноты снесена мечеть, построенная чеченцами в 19 веке. По свидетельствам, это произошло при участии или под руководством главы села. В Акташ-Аухе было 4 мечети. 3 из них были восстановлены чеченцами, одну снесли. Ни один дом в этих селах с 1957 года не был возвращен чеченцам. Мы заявляем, что попытки чеченцев решить вопросы мирным путем через закон и шариат либо блокируются, либо игнорируются. Мы обращаемся ко всем мусульманам мира, к муфтиям, к СМИ, быть свидетелями этой несправедливости и поднять голос ради истины, братства и справедливости.